55 лет флагман энергетики Дальнего Востока, компания «Якутскэнерго», обеспечивает светом и теплом самый холодный населенный регион планеты – Республику Саха-Якутия. Энергоремонтная компания – один из ключевых элементов республиканской энергосистемы. Цель компании – поддержание надежной, устойчивой и эффективной работы энергетических объектов. С 2004 года на счету Якутской энергоремонтной компании есть много достижений, которыми гордимся. Неоднократно участвовали в оказании помощи по районам, когда зимой останавливались станции в Депутатском, Тикси, Артык, Марха в городе Якутске. Самые первые приезжали, ликвидировали ситуацию, то есть работали, спали в одежде, в валенках. Также мы занимаемся строительством котельных. Есть котельная, которая построена в Тампонском районе. Это поселок Хандыга. Помимо всего этого, наверное, на фоне есть, конечно, еще много линий электропередач, особенно Заречье, которые мы строили. Там сотни километров линий электропередач, сотни столбов, опор в трудных условиях, в болоте. Это все делалось. Также немаловажно, занимаемся ремонтом основного оборудования Якутской ГРЭС, Якутской ТЭС. Это уже до того обыденно, что мы даже уже не считаем это за подвиг. По большому счету, это каждый год мы делаем 2 капремонта на Якутской ГРЭС. Полностью разбираем турбину, выявляем дефекты, устраняем, собираем, пускаем. Город в зиму с теплом и светом находится. Подготовка специалистов в условиях предприятия занимает 4-5 лет, а условия эти выдерживают далеко не все. Железная дисциплина, строгие правила, четкое соблюдение техники безопасности. Опасно здесь все. Водород, топливо, ток, горючие вещества, грузоподъемные механизмы. И главное требование – готовность в любое время, при любой погоде и любых условиях выполнять свою работу в срок надлежащего качества. Поэтому каждый специалист, прошедший школу Якутской энергоремонтной компании, на вес золота. Делать мы сейчас умеем все. Сейчас остается только оттачивать уже свое мастерство. Хотя, в принципе, у нас персонал, который работает в компании, особенно специалисты, это на уровне слесарей, мастеров, которые много лет занимаются. Их в республике больше нету. На слесарей по ремонту газотурбинных установок и паратурбинных установок в России вообще обучающих комбинатов нету. Ни один институт этому не учится. Все кадры – это люди, которые получили свои знания именно здесь. Приходили, начинали с низов, понимали, как это работает, и дальше уже продвигались по службе. Выбор профессии, в принципе, вопрос передо мной никогда не стоял, потому что это у нас семейное. У меня отец работал в Якутскэнерго, супруга работает в центральных сетях, брат старший работал в центральных сетях. Закончив училище, я сразу же поступил работать на Якутскую ГРЭС. Начинал работать со слесаря 3-го разряда, потом перешел в эксплуатацию, в оперативный персонал, работал машинистом ГТУ, впоследствии перешел в ремонт. Мы занимались, это был цех централизованного ремонта в составе Якутской ГРЭС. Мы занимались ремонтом вспомогательного оборудования на самой станции. Получил должность мастера, потом старшего мастера, пришел сюда, с 98-го года. Я просто горжусь, что я работаю в энергосистеме, поэтому мне нравится маленький вклад, который я вношу в общее дело.